Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Чтобы спасать жизни. Проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца. Чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, и в республике, и в стране в целом. Владимир Путин открыл в Уфе долгожданный новый корпус кардиоцентра. Покажем отзывы врачей и пациентов, которым уже проводят операции. Значит, можно, наверное, уже и петь, и танцевать, и бегать. Танцевать, петь уже, реабилитация закончится, уже можно будет. Новая эра образования. Все это время мы создавали, мне кажется, инфраструктуру для того, чтобы вот сейчас прям хорошо села школа 21. В республике запустили школу, в которой бесплатно будут готовить айтишников от мала до велика. Кто и как сможет пройти обучение. Мне хотелось просто попробовать себя в другой сфере, то есть развивать мозг и посмотреть, справлюсь ли я. От начала Земли и до наших дней. Здесь были тропики, здесь было очень тепло, здесь формировались наши рифогенные постройки. Башкортостан стал признанным мировым эталоном для изучения истории планеты. Все это благодаря первым в стране золотым гвоздям. Расскажем, что это и почему так важно. Я был в вашем геопарке несколько лет назад и хочу сказать, мы имеем особый геологический феномен и наследие этой территории. Как пережить жару? Стараемся побольше в тенечке быть, водички пить побольше. Из-за неосмотрительности в республике целыми семьями тонут на водоемах. Как пережить ли это безопасно для жизни и здоровья? На неделе Владимир Путин дал старт работе хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Это долгожданное учреждение в столице Башкортостана, которое возводилось с 2019 года на республиканские средства. Высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Новый корпус – это еще один шаг к увеличению продолжительности жизни жителей Башкортостана. Эксперты назвали решение о строительстве учреждения, принято главой республики, стратегически важным не только на республиканском, но и на федеральном уровне. Почему? Расскажет Динар Таймасханова. Значит, можно, наверное, уже и петь, и танцевать, и бегать. Танцевать, петь уже, реабилитация закончится, уже можно будет потихонечку это все наращивать. Это, конечно, не дом, но здесь и стены будто тоже помогают. Рамиль Муниров – один из первых пациентов нового корпуса кардиоцентра после его открытия. Мужчине провели шунтирование сосудов. От операции до реабилитации буквально считанные дни. Я даже заплутал. Такой взгляд, с первого взгляда, думаю, хирургия, новая хирургия, это блеск, шеск, и и отношения людей, и вот эта очередность. Вообще, конечно, шикарный, что тут говорить. Широта, так можно сказать. Условия все есть. Хирургический корпус уже работает практически на полную силу. В день по 3-4 операции на открытом сердце, не считая других процедур. Делать все на высокопрофессиональном уровне. Врачам помогают оснащенные по последнему уровню кабинеты и операционные. По стандарту можно сопоставить уже с мировыми, то есть европейскими клиниками. То есть я на стажировках бывал, то есть уже мы догнали их. По оборудованию, то есть высокотехнологичное оборудование, то есть здесь. То есть все возможности всего спектра сердечно-сосудистой хирургии, именно хирургии, то у нас присутствует в данном корпусе. Недаром Ради Хабиров операционные нового корпуса сравнил с космическим кораблем, рассказывая о кардиоцентре президенту страны. Только этот будет бороздить сердца пациентов. Само участие Владимира Путина в открытии говорит о том, что Башкортостан в авангарде развития медицины. Разумеется, 10-этажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца. Чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, и в республике, и в стране в целом. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета. Стоимость почти 11 миллиардов рублей. Данный кардиоцентр – это завершение формирования такого замкнутого цикла полной системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это наш кардиодиспансер, это региональные сосудистые центры и ФАПы, сельские врачебные амбулатории, поликлиники.
В корпусе 5 рентгеноперационных, столько же для проведения открытых операций на сердце и сосудах. Лазерорастворяющие бляшки, система разрушения тромбов, высокоскоростной бур, превращающий в пыль скопление холестерина. И это лишь часть оборудования и возможностей, которые появились с открытием нового корпуса. Если взять рейтинг, который составляется Центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве, это академик Лев Антонович Бакерия составляет, наш республиканский центр, он входит в первую десятку кардиохирургических центров на сегодня. И вот после получения вот такого центра, я думаю, наш центр будет первой теперь пятерки. На первом этаже есть поликлиника и приемно-диагностическое отделение. Такая связь позволяет сократить время от первичного приема пациента до госпитализации. Заболевания сердечно-сосудистой системы до сих пор остаются в первых рядах недугов, от которых умирают люди. Борьба с ними дает конкурентное преимущество региону. Мы получаем и современный объект в сфере здравоохранения. Мы видим, что так или иначе, но Республика Башкортостан является в фокусе и федерального внимания, как со стороны общественности широкой, так и президента страны. И это подчеркивает статус республики как и одного из ключевых и флагманских центров и развития здравоохранения в частности. Важно, что доступ к высокотехнологичному оборудованию будет у сегодняшних студентов и ординаторов Башгосмедуниверситета. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал старт работы нового 10-этажного корпуса нашего кардиологического диспансера и подчеркнул о значимости этого события для всего здравоохранения Российской Федерации. И, конечно, это более чем значимое событие для нашего медицинского университета. Еще одна категория пациентов – участники СВО и члены их семей, для которых важны обновления в медицинской отрасли. В Башкортостане существует много программ для поддержки военнослужащих и их близких. И одна из них разработана кардиоцентром. Новый хирургический корпус поможет нашим жителям региона, особенно нашим участникам специальной военной операции и членам их семей, сделать быстрее, ускорить операции, пройти лечение, потому что очень важно, когда население чувствует заботу со стороны региона. В республике за последние годы построено несколько крупных центров. Это современные и стратегически важные объекты. Возводятся больницы. Однако без внимания не остаются маленькие деревни и селы. За 6 лет из 2000 ФАПов обновили четверть, и эта работа продолжится. Мы в рамках начинающейся новой программы, которую президент опять инициировал, это модернизация первичного звена, мы еще 400, наверное, поменяем. Тут уже, знаете, мы уже начинаем, мне кажется, где-то уже стремиться к идеалу, скажем так. Поэтому вот сейчас даже в республике одномоментно 6 поликлиник строится в районах. Поэтому эта работа продолжится. Я считаю, что где-то вот к 30 году, при условии хорошего выполнения всех программ, при условии хорошего нашего бюджета, мы практически, наверное, преобразим сельскую медицину, первичную медицину. Последовательная госполитика по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями дает результаты. За последние 10 лет смертность от них в Башкортостане стала ниже. Сердце надо беречь, и не только свое. Последнее смогут сделать профессионалы. Тем более, что условия для этого создаются. Динара Таймасханова, Артур Ханов. Итоги недели. И сегодня стало известно, что Республиканский медико-генетический центр удостоен высокой награды премии «Призвание». Учреждение стало лауреатом в номинации «Лучший метод диагностики» за внедрение расширенного неонатального скрининга. Исследование позволяет выявлять у новорожденных генетические и врожденные заболевания на самой ранней стадии. Об очередной победе рассказал Ради Хабиров. Поздравляем медиков Башкортостана с профессиональным праздником. О том, как проходят рабочие будни героев в белых халатах, расскажет Анастасия Чебаева. Доброе утро, малыш. Доброе утро. Как твои дела? Голос, который они никогда не смогут вспомнить, но именно ее слова сопровождали их в самый сложный период, и ее руки касались их хрупкие тела, которые изо всех сил цеплялись за жизнь. Лилия Батырдинова – анестезиолог-реаниматолог, который работает с самыми крошечными пациентами. Вес некоторых иногда не превышает и полукилограмма. Честно говоря, всячески этому противилась изначально. Я хотела в другом направлении работать, но
действительно обстоятельства сложились именно так, что я попала в детскую реанимацию. Сейчас я просто обожаю свою профессию, это для меня отдушина, отрада. Сейчас время уже показало, что судьба просто вела к тем, кто больше всего в ней нуждался. Каждый маленький пациент – это история большой борьбы. Многие из оказавшихся в отделении реанимации и интенсивной терапии не могут самостоятельно дышать, глотать, и даже тепло не задерживается в их хрупких телах. Зато они окружены им. Эй, зайчик! К нам приходят наши выпускники. Это день недоношенных детей, и собираются родители, малыши. И когда ты заходишь в этот зал, который полон этих малышей, и ты их всех узнаешь и всех знаешь, и видишь, какими они стали, я вообще всегда плачу. Я не могу сдерживаться. Несмотря на такое хрупкое тело, там внутри такой огромный дух. А рядом большая команда – медсестры, неонатологи, реаниматологи, акушеры. На стенах отделения фотографии тех, кто победил, кто пережил реанимацию, кого родители могут обнять и прижать к себе. У каждого из медиков есть точно такая же личная коллекция уже в телефонах. Такой она у нас была малышкой. Ножка. Такой она была маленькой. Мы недавно виделись, вот такая она стала у нас. У них все хорошо. Сложно не поверить в чудо, когда видишь фото счастливой малышки, у которой еще год назад пяточка была шириной с палец. Вес при рождении 400 граммов. Это уникальный случай для республики. Никогда ранее врачам не удавалось выходить на столько маленьких малышей. У Лилии Владимировны и ее коллег получилось. И главное, с минимальными осложнениями. Мы очень сильно устаем. Очень сильно, потому что работа действительно очень тяжелая. И вот так вот вечерком посидишь, листаешь, и на душе тепло становится. Когда приходят такие сообщения, честно, слезы счастья наворачиваются на глазах. Это очень приятно. Анатолий, в Нефтекамск на кровотечение, как можно быстрее. График врачей и так не самый простой, ненормированный, с дежурствами. А вот Лилия Гельманова и вовсе не знает, вернется ли вечером домой. Она тоже реаниматолог, но ее пациенты – это мамы. И именно она спешит на помощь, как только потребуется. На вертолете или на машине за сотни километров от Уфы. Санавиация. И в свои 61 она не готова отказаться от этого. Когда-то в молодости было, что вообще с медицины уйти. Когда в очередной раз съездила, женщину спасла, все, опять. Нет, без этого не смогу. Я пыталась уходить, но без этого снится даже эта дорога, снится эти женщины, что ты что-то там оказываешь. Они могут уехать и на 3 дня, и на неделю. Работа начинается уже в машине. На протяжении всего пути реаниматолог и акушер на связи с врачами в районе. У меня уже 3 внука родились. У моих первых пациентов, когда я пришла в профессию, у них уже есть свои дети, и они все рожали у меня. И очень приятно, когда они возвращаются. Лилия Наилевна в профессии тоже по решению судьбы. С детства, как мама, хотела быть акушером, но в 90-х студентку меда определили в больницу, где была острая нехватка анестезиологов-реаниматологов. Специфика такова, что для своих пациентов они практически невидимы. Женщина уже в операционной, в наркозе, и они нас не учат. И уезжаем мы уже, стабилизируя состояние, в масках, в чепчиках, и нас даже в лицо не узнают. Удовлетворение получаем, умирает женщина, все, кровотечение, там эмболия, там многие осложнения, сердечная патология. И видишь свой результат труда, когда она на следующий день уже бегает, кушает, с ребенком занимается. Вообще это счастье. Человеку, далекому от медицины, от картин из его рабочих будней станет не по себе. Виктор Вениаминович, заведующий приемным отделением ожогового центра. Сложные пациенты со всей республики поступают именно сюда. Он же был в числе врачей, которые принимали в 89-м пострадавших в крупнейшей железнодорожной катастрофе в Улутиляке. Ночью медиков вызвали на работу. Тогда они не подозревали, что домой вернутся только через неделю. Сверху шел автобус, пазик. Думаю, что он заблудился, что ли, потом. Водитель подъезжает, смотрим, у него бешеные глаза. Заходим в автобус, и больные, человек 25, лежали на полу. Тяжелые, крайне тяжелые. Медики приняли более 100 человек, 7 дней работы, нон-стопом. Здесь же спали, если удавалось. После такого режима медпомощь уже потребовалась самим врачам. Американские коллеги, которые приезжали, сказали, что так никто в жизни в мире не сработал. Не бойся, не бойся. Он связывает недавнюю боль с белыми халатами, в силу возраста еще не понимая, что как раз благодаря им у него сейчас ничего не болит. Людмила Старцева – мать-героиня, 15 детей.
Младший ошпарился чаем и с 50% ожогов был доставлен в больницу. Для таких малышей это чаще всего смертельно. Приехали сюда в тяжелом состоянии. Отсюда убежали с глазами радости, то, что все хорошо у нас. Благодарны им за их тяжелый труд. Ради таких историй они и работают. Ради этого они не выключают телефон ни ночью, ни в отпуске. Их рабочий день официально, возможно, и заканчивается вечером, на деле никогда. И не каждый согласится на такое. Они же сделали свой выбор. И их частичка живет в каждом из спасенных. Частичка тех, у кого белый халат на плечах и в сердце. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. 16-й на карте страны, но первый подобного уровня. Речь о новой образовательной площадке «Школа-21». Она появилась на базе геномного центра, где будут обучать IT-специалистов. Именно в них будет особенно высокая потребность в ближайшие 3 года. Тем более с учетом роста числа IT-компаний в регионе. В запуске школы приняли участие Ради Хабиров, а также председатель правления Сбербанка России Герман Греф. О перспективах цифровой инженерии и о том, кто может пройти обучение, причем бесплатное, расскажем в следующем материале. Сейчас я приглашаю наших почетных гостей прикоснуться к этому шагу, чтобы дать старт новой истории, вдохновить будущее поколения. Открытие образовательной площадки словно рождение новой планеты. И это очень символично. Вместе со «Школой-21», как уверяют ее создатели, стартовала и совершенно другая эра образования. И все это на территории Уфимского кампуса. Здесь будут обучать цифровых инженеров. Все это время мы создавали, мне кажется, инфраструктуру для того, чтобы вот сейчас прям хорошо села «Школа-21». Мы начали работу над кампусом, мы создали IQ-парк, геномный центр, мы создали центр Берлога. Для участия нужно подать заявку и пройти тесты на память и логику. Курс длится 26 дней, чтобы освоить язык программирования C и базовые навыки разработчика. А уже затем учеба от 1,5 до 3 лет в зависимости от выбора конкретного направления. И все это совершенно бесплатно. Сколько вам лет? Мне 58. А вы кто по специальности? Я преподаватель немецкого языка. Мне хотелось просто попробовать себя в другой сфере, то есть развивать мозг и посмотреть, справлюсь ли я. Вы знаете, самый возрастной студент 61 год. Да, я почти. Удачи вам. Спасибо, удачи, ребята. А вот Михаил Рубанович по специальности слесарь-ремонтник нефтяного оборудования. Молодой человек тоже думает о смене профессии. В новой школе он учится сам создавать программы. Я когда-то изучал программирование, буквально по курсам в интернете, то есть немножко пробовал что-то как, но как-то не углублялся. Тут я пришел, чтобы уже углубиться, конкретно понять, пойдет, не пойдет. Каждый день мы приходим, обучаемся. То есть, по сути, можно приходить с нулем зданий, здесь подскажут, расскажут. По данным Министерства труда, именно IT-специалисты будут особенно востребованы в ближайшие 3 года. Нужно как минимум 15 тысяч человек. Работодатели ведут настоящую охоту за кадрами. По словам Марата Рахимкулова, директора одной из уфимских IT-компаний, в сфере много преимуществ. К примеру, почти все его сотрудники работают на удаленке, многие из других регионов. Географические границы перед айтишниками стираются. Для того, чтобы работать на московскую компанию, не обязательно жить в Москве. То есть, как минимум, уже вот этот большой серьезный процесс, он уже прошел. Соответственно, города-миллионники, у которых, как Уфа, технологически развитый, очень грамотное, технически грамотное население. И при этом, по сравнению с Москвой, скажем так, у нас зарплата немножко подешевле, запросы чуть поменьше. И, соответственно, наши разработчики и наши люди становятся более привлекательными для московских крупных компаний. IT в России переживает, скажем так, расцвет. Уфа стала 16-м городом России, в котором представлена «Школа-21». Образовательная площадка позволит готовить специалистов не только для республики, но и для всей страны. Мы даем возможность людям талантливым, людям, которые на это настроены и имеют способности, погрузиться в цифровой мир и получить очень прикладные навыки. Тут вот даже, когда вы будете ходить по школе, у них своя субкультура уже существует. Мы пытаемся поженить условно «Школу-21» и наши определенные мощные компетенции в области генетики. Вы знаете, Институт генетики является ведущим научным учреждением Российской Федерации. Это сложный вопрос, и мы ощупью формируем точки соприкосновения. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф высоко оценил шансы Башкортостана по привлечению в регион крупных компаний. Он также пригласил башкирских ученых и генетиков к более тесному взаимодействию с институтами Сбера. У нас не было ни одной школы, которая связана была бы с инженерией живых систем. И вот здесь, в Уфе, благодаря тому, что сразу же глава
республики задумал специализацию, связанную с такими сильными научными и производственными силами в регионе, потенциалом региона. Это абсолютно уникальная школа, которая будет готовить специалистов для всей страны. Я хочу сказать огромное спасибо и слова нашей признательности главе администрации за то, как это все было сделано, на каком уровне, и, что называется, основательно и с сердцем. В школе планируют выпускать в год до 800 человек с перспективой готовить специалистов нового поколения, чтобы умели работать с геномными данными, выявлять заболевания и решать сложные задачи в биомедицине и науке. Гузель Ахметьярова, Даниил Баков, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. От начала Земли и до наших дней изучать историю развития жизни на планете теперь официально можно по данным, обнаруженным в Башкортостане. А если конкретнее, в Гафурийском районе на территории геопарка Таратау. Там открыли золотые гвозди. Речь об эталонных геологических разрезах под названием Усолка и Дальний Тюлькас. Аналогичных объектов в России до этого момента не существовало. Подробнее об уникальных объектах расскажет Артур Шамсудинов. В этом разрезе есть и брахиоподы, аммоноидеи, пузулиниды, рыбы. В этом разрезе, как в миниатюре, почти 300 миллионов лет истории Земли. Для специалистов настоящий клад информации. Не зря официально геологический объект получил статус «золотого гвоздя». Это событие, безусловно, войдет в историю отечественной геологии. Ведь прежде зарегистрированных золотых гвоздей на территории России не было. А тут сразу два, и оба на территории Гафурийского района в геопарке Таратау. По сути, золотой гвоздь – это точка отсчета древнего периода, его нижняя граница яруса. С момента начала здесь накапливался огромный пласт всевозможных горных пород, вулканических образований и скелетных останков древних животных, преимущественно морских, поскольку когда-то на территории геопарка протекало море. Миллионы лет эволюции, конечно, сделали свое дело. Тектонические сдвиги привели к глобальной смене континентов. Здесь были тропики, здесь было очень тепло, здесь формировались наши рифогенные постройки, которые сейчас мы знаем как Шихан-Таратау, Юрактау и Куштау, которые протягивались от современного Каспия до Северного Ледовитого океана. А в то время это был курорт, на котором мы могли бы отдохнуть на песочке, на Лазурном берегу, в лагуне поплавать и поотдыхать. Но это было 300 миллионов лет тому назад. Ученые доказали, что горные породы на разрезе Усолка на сегодня являются мировым стандартом Сакмарского яруса. А разрез Дальний Тюлькас получил официальный статус золотого гвоздя нижней границы Артинского яруса. Я страшно доволен тому, что башкирское руководство вообще серьезно относятся к этой проблеме, потому что это означает, что у нас в стране есть места, где руководящие органы понимают, что наука должна развиваться, в том числе и геология во всех ее возможностях. Теперь разрезы Усолка и Дальний Тюлькас служат эталоном при описании аналогичных разрезов в других странах. Это означает, что Башкортостан стал уникальной территорией в мировом масштабе, что серьезно повышает имидж республики на мировой арене. И вот мы, наши ученые, очень долго вели эту работу. Значит, здесь нужно было и хозяйственные действия предпринять, почистить этот ярус, значит, исследовать его, подвергнуть анализу. Это большой, огромный. То есть это труд десятилетий наших ученых. Совместный, причем и из Санкт-Петербурга, ученых Москвы, с Казани, уфимских наших ученых. И вот это стало возможным, что мы получили статус золотого гвоздя. Ответственный секретарь Федеральной комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, который принял участие в церемонии, отметил уникальность природы республики, которую сохраняют в том числе усилиями управленческой команды региона. На протокольной встрече с главой Башкортостана он рассказал, что республика – пионер в стране по созданию геопарков. Вы наш уникальный партнер. Вы работаете по всем ключевым, республика работает и успешно по всем ключевым направлениям деятельности ЮНЕСКО. И, в общем-то, это наши достижения. Мы фактически пользуемся тем, что делаете вы. Вот честь вам и хвала. Работы предстоит еще немало. В июле в Париже на очередной сессии комитета ЮНЕСКО рассмотрят заявку на включение в список всемирного наследия наскальных рисунков в пещере Шульганташ. Ну а в следующем году новый статус может получить и сам геопарк Таратау.
Шансы, как говорят эксперты, высокие. Я был в вашем геопарке несколько лет назад и хочу сказать, мы имеем особый геологический феномен и наследие этой территории. Для примера, риф пермского периода. Это очень специфическое и уникальное место для визита специалистов и просто общественности. Все это, вместе с богатой культурой вашего края, дает высокие шансы на включение геопарка в глобальную сеть всемирного наследия ЮНЕСКО. То, что сегодня произошло, открытие сразу 2 золотых гвоздей практически на одной территории, по-настоящему уникальная ситуация не только для Башкортостана и России, но и для всего мира. Я впервые в вашей стране и республике, но очень впечатлен. Потрясающая работа управленческой команды, потрясающее место, просто фантастика. И ведь именно в Башкортостане был создан первый на постсоветском пространстве геопарк Янгантау, который уже включен в список всемирного наследия. Теперь же не только перед учеными, но и властями стоит не менее важная задача – уникальные объекты сохранить. Ведь общемировое признание влечет за собой и большой поток туристов, и сейчас уверенно можно сказать, республика стала еще более узнаваемой на карте мира. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Ильдар Давлетов. Итоги недели. Ну и в продолжение темы истории, 271-ю годовщину со дня рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева отметили в Салаватском районе республики. Республиканский фольклорный праздник, приуроченный к значимой дате, проходит с 2004 года. А еще он знаменует окончание полевых работ для аграриев. К слову, на неделе фермеры по всей республике завершили посевную. В рамках Сабантуя открыли памятник герою на границе Салаватского района и Челябинской области. О празднике в деталях расскажет Алия Альтубаева. Историческое событие для Салаватского района. На земле, где когда-то родился национальный герой Салават Юлаев, появился памятник в его честь. Не просто скульптура, а уменьшенная копия уфимского монумента. Здесь его реализовали силами земляков. Дух Салавата пронесся через ряд театрализованных представлений и дошел до души каждого. Патриотизм и бережное отношение к родине. Так местные жители представили ключевые исторические сцены на открытом поле. На Сабантуе почтили памяти отважных земляков, которые проявили героизм в тылу во время Великой Отечественной войны. В их числе, например, была и мать народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Гульмария Минеев прозвали комбайн, потому что во всех делах, если кто-то из односельчан делали одну норму, она выполняла несколько норм. В те времена не было пекарни, и она хлеб готовила колхозникам, была хорошей хозяйкой. Праздник сочетал в себе все, от истории до современности. Не забывают и о героизме современников, отдающих долг стране в зоне специальной военной операции. Особенно ярко это наблюдалось на конкурсе украшенных со всех сторон юрт, каждая из которых демонстрировала местные традиции. Даже я в одном представлении реализованном прослезился, как это гармунса, дед, отец провожали на СВО молодого ящеритны. Ну и убранство очень понравилось. Ручная работа, ковры, полотенца, подворье, качество показывают, ульи показывают. На протяжении всего дня местные жители и гости района участвовали в народных играх, состязались в башкирском многоборье. Неотъемлемой частью ежегодного Сабантуя были куреш, конкурс на лучшую сувенирную продукцию «Оран» и конные скачки. Через образ Салавата Юлаева подрастающему поколению прививают чувство национальной гордости, любовь к своему народу и историческому прошлому, и, главное, сохраняют культурный код и нравственные ценности башкир. Что именно вас вдохновляет? Природа наша, это же красота такая, как это все отражается здесь. Вот медведь, например. Конечно, это все с нашей земли, с нашей родины идет. Мы с рождения музыку слушаем, песни поем, поэтому. А сами мы работаем в детской школе искусств, с детьми работаем, дети тоже нас толкают на творчество, поэтому. В то время как на малой родине Салавата Юлаева возводят новые памятники, в столице Башкортостана готовятся к масштабной реставрации главной конной статуи национального героя. Уже 30 июня ее снимут с постамента для восстановления. Работа рассчитана на 2 года. Мастера вернут памятнику былое величие, сохранив первозданный вид. Ну а тем, кто все-таки захочет сфотографироваться с символом региона, прямая дорога на его малую родину. Алия Альтубаева, Азат Галиуллин, Шамиль Каримов. Итоги недели.
Жара немного отступит, в Башкортостан придут дожди. Так говорят синоптики. И, возможно, это поможет снизить градус напряжения. В лесах сейчас особый противопожарный режим. В ожидании наплыва пациентов и медики, которые дают рекомендации, как легче перенести зной. Впрочем, кому-то ситуация с жаркой погодой, наоборот, пошла на пользу. Руки потирают продавцы мороженого и кондиционеров. Впрочем, насколько это лучший способ охладить организм, как не перегореть и, самое главное, остаться в живых, расскажет Камила Камильянова. Не зря на воду выходят спасательные отряды, ведь порой желание просто поплескаться может обернуться трагедией. Днем ранее на этом же пляже в Стерлитамаке на реке Ашкадар семья отдыхала в необорудованном для купания месте. Ребенок решил пойти искупаться, и когда начал тонуть, ей на помощь побежали мама с папой. Дочь они спасли, но вот сами выйти из воды не смогли, утонули. Очевидцы, которые были рядом, спасли маму, дочку маму вытолкнуло из воды. Маму по приезду спасателей скорой помощи реанимировать не смогли. Мужчина находился в воде. Спасатели начали проводить водолазно-поисковые работы. В 9:40 тело мужчины вытащено из воды. И такое почти всегда случается на необорудованных местах для купания. Как говорят спасатели, вода не прощает ошибок. Именно поэтому с нарушителями стараются не церемониться, для их же безопасности. Люди не понимают слов, будем, штрафные санкции, будем наказывать людей. Но других вариантов нет просто-напросто. Мы обозначили усиление всех бригад рейдовых, очень плотно сейчас будут привлечены сотрудники полиции. Размер штрафа у нас от 2000 начинается. На сегодняшний день статистика у нас такова, что по официальным данным у нас погибло 12 человек уже в республике с начала купального сезона. Этим летом в Башкортостане подготовили 192 официальных пляжа. На каждом будут дежурить спасатели. Кроме того, на воде проходит спасательный рейд. Вот такими оповещающими знаками людей уведомляют о том, что здесь нельзя купаться. Уважаемые жители, напоминаем, что купание в местах, не отведенных для этого, представляет серьезную опасность для жизни и здоровья. Как оазисы в пустыне и городские фонтаны. Пока одни спасаются водой, другие мороженым. Главное, говорят специалисты, не забывать надевать головной убор. Мажем солнцезащитными кремами, средствами. Ну и стараемся побольше в тенечке быть. Водички пить побольше. И это один из самых важных моментов, которым нельзя пренебрегать в такие жаркие дни. Причем медики настаивают лучше всего употреблять чистую воду. Либо ее подсаливать, либо газированную воду, но в небольших количествах. Не бульоны, не квас, не сок, не чай. Это не учитывается. В жару человек теряет много влаги и соли, перегревается. Поэтому высок риск получить обезвоживание и солнечный удар. А еще, по словам врачей, при 30-градусной температуре обостряются хронические заболевания. Обращаются в основном пациенты с хроническими заболеваниями, такие как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, с ожирением. А как быть офисным работником? Для них, конечно, один из самых популярных вариантов – кондиционер. Но порой он может навредить здоровью. Благо, что сейчас появилось много гаджетов, например, портативный вентилятор, который есть в любых магазинах электроники или на маркетплейсах. Его можно взять с собой в дорогу, в офис или поставить у себя дома. Кстати, работает весьма неплохо. Спасает от жары. Спрос на кондиционеры такой же высокий, как и температура за окном. Тем, кто не позаботился заранее, своей очереди для установки спасительной машины приходится ждать 2-3 дня. Как отмечают специалисты, цены на услуги не поднялись. Сами кондиционеры не в дефиците. Есть мобильные кондиционеры, есть вентиляторы и, естественно, кондиционеры. Но, как правило, брать лучше кондиционеры, более удобнее в использовании. Но, естественно, если сравнивать, открывать окно или нет, желательно его не открывать, не рекомендовано, потому что это идет перепад температурного режима, и, как правило, можно из-за этого заболеть. Для этого мы и ставим кондиционер, чтобы он нормально охлаждал. Пушистые жители республики тоже стараются пережить жару. Потапу дают охлажденные блюда, мясо, рыбу или воду, без добавок натуральное. И обязательно душ утром и вечером. Рядом у косолапых всегда бассейн, воду в нем стараются менять часто. Иногда еще подмораживаем воду, допустим, в морозилке, и даем отдельно воду уже замороженный лед. Они играют с ним, и ложатся, и рядом ложат, если им совсем жарко. В
Впрочем, скоро необходимость в таких ваннах может отпасть. Температура воздуха, которая пока на 2 градуса превышает июньскую норму, продержится до 20-х чисел. Дальше жара отступит, и в республике прогнозируют 2-недельный период дождей и гроз. Камила Камильянова, Виктор Меренков. Итоги недели. Башкирский Сабантуй прошел и в Москве. О тех событиях, без которых информационная картина уходящей недели была бы неполной, расскажет мой коллега Азат Садреев. Башкирский мед, чак-чак и народные танцы. В Москве прошел традиционный Сабантуй. Жители столицы смогли познакомиться с богатой культурой и традициями республики. На празднике гостям представили национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, куклы ручной работы и украшения. Центральным событием стал праздничный концерт, который прошел под девизом «Верь в Россию». Не прошли мимо. В Нефтекамске спасли 2-летнюю девочку, выпавшую из окна 3-го этажа. Ее увидели проходившие мимо подростки. Один из них успел подхватить ребенка, тем самым смягчив удар. Малышка осталась дома без присмотра матери с 5-летним старшим братом. Вероятно, мальчик открыл окно, куда затем забралась его сестра и сорвалась. Но благодаря юным героям трагедии удалось избежать. Очередной внедорожник УАЗ отправился в зону спецоперации. Заявку бойцов отработали депутаты регионального госсобрания. Техника повышенной проходимости будет служить в 31-м мотострелковом полку Башкортостан. Это не первая гумпомощь от парламентариев участникам СВО. Поддержку они оказывают регулярно, ориентируясь на запросы, поступающие от добровольцев. На неделе в Уфе прошли Дни Минска. В рамках визита состоялись переговоры между партнерами, на которых обсуждались взаимовыгодные проекты. Было подписано 10 документов о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Беларуси и Башкортостана, особой экономической зоной Минск и Ассоциацией кластеров о поставке резиновых плит из союзного государства. И закончим наш обзор на праздничной ноте. Вековой юбилей отметила жительница Уфы Валентина Романова. Несмотря на почтенный возраст, бабушка собирает пазлы, рассказывает наизусть стихи и помогает в воспитании своих праправнуков. В квартире помимо нее есть еще один долгожитель – кот Тайсон. Ему тоже 100 лет. Ровно столько получится, если его кошачий 21 год перевести в человеческие. Ну и в продолжении темы праздника на неделе в один день их было сразу 3. 12 июня в республике отметили День России, День города Уфы и Дни национального героя Салавата Юлаева. Столица Башкортостана превратилась в большую праздничную площадку. Чествовали тех, чьим трудом, талантом и преданностью крепнет могущество нашей страны. Ведь именно достижениями граждан измеряется величие государства. Символично, что именно в эти дни Уфа получила статус всемирного ремесленного города. Все подробности в материале Руслана Батыргариева. Без российского триколора не обошлось ни одно масштабное мероприятие в стране. Уфа не менее активно присоединилась к празднованию Дня России, который десятилетиями остается символом национального единения. Граждане еще раз вспоминают богатство истории, культуры, достижения и ценности страны. Однако 12 июня – день, когда для гордости за родину и хорошего настроения есть сразу 3 повода. День России, день рождения города, день Салавата Юлаева. Мы отмечаем его всей семьей. Это очень важно детям прививать любовь к своему городу. Малышка на самом работает? Да. Она в этот раз первый раз пришла на праздник, немножко уже устала. Каждый год ездим. Из города никуда не уезжаем, первым делом на праздник едем. В Саду культуры и отдыха имени Аксакова для самых маленьких жителей организовали мастер-классы. Дети постарше участвовали в спортивных состязаниях. Без дела не остались и родители. Мы сегодня ходили в театр и увидели, что идет концерт, зашли на концерт. Уфа становится краше, прекрасные парки у нас, постоянно гуляем. Дети довольны, родители тоже. Сейчас ты выйдешь в коридор и поможешь парням настроиться, хорошо? И всех ребят настроишь. Отдай и грусть свою, и все, что у тебя осталось, чего ты боишься, страхи все свои мне отдай. Ничего нет, все, давай. Вот подмышка осталась.
Еще немного, и все волнения позади, можно выдохнуть. Своим выступлением в День России города Уфы ребята открывали новый центр «Про добро». Это место станет общим домом для разных некоммерческих организаций, объединенных одной целью – помочь детям с ментальными особенностями. Пространство поможет им получить навыки, привычные для здоровых детей. Им же для их овладения нужно приложить немало усилий. Добрый день, ребята, которые нам сейчас подарили замечательный танец. Ничего лучше я не видел. Молодцы и очень здорово. Всех поздравляю, конечно, сперва с Днем России. Мира, добра, благополучия. Резьба по дереву, гончарное дело, производство изделий из войлока и не только. На площади перед Уфа-ареной в этот день Ради Хабиров посетил выставку народных художественных промыслов. Это вот чистый войлок, да? Да, 100% овечья шерсть, на заводе окрашенная, очищенная, отмытая. Очень красиво. Вот это очень красиво, да. А еще в этот день состоялось событие, которое как раз отражает уровень развития народных промыслов в Башкортостане. Уфе присвоили статус всемирного ремесленного города. Благодаря богатой истории города и яркой ремесленной культуре городу Уфе удалось получить статус всемирного города ремесел. Уфа славится не только народными промыслами, но и своим гостеприимством. А об угощениях лучше и не говорить, их нужно пробовать. Столица в эти дни принимала гастрономический фестиваль «Есть фест». Более 100 предприятий общепита баловали уфимцев и гостей города разнообразными блюдами. Это очень здорово, когда в маленьком пространстве есть выбор гастрономический, чтобы можно было ездить по Уфе и выбирать по вкусу то, что ты любишь поесть. И это очень здорово, и спасибо большое организаторам. Ой, фестиваль прекрасный, потому что у меня ощущение, что я попала там в какое-то начало 90-х, когда можно было посидеть в ларьках, там на улице что-то интересное поесть. Понятно, что сейчас масштаб другой, совершенно другой уровень, прекрасная еда, прекрасная организация и вообще отличное настроение. Я в восторге. На прилавках не только блюда народов России, отдельное внимание на гастрофестивале «Кухням мира». К примеру, турецкие повара для любителей мясного готовили в этот день баранину на вертеле. Это уже 8-го барашка поставили на вертел. 2 уже реализовали. 250 граммов одна порция. Желающие могут даже целиком купить или по килограммам. Как желает человек, так и делаем. В 2023 году «Есть фест» стал победителем международной премии в сфере событийного туризма. Фестиваль проводится в 6-й раз и уже стал визитной карточкой гастрономического имиджа Уфы. Вкусный праздник не ограничился одним днем, а растянулся до воскресенья. Руслан Таргареев, Азат Ишбулатов, Роберт Давлетбердин, Артур Ханов и Руслан Галямов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Сразу после нас в эфире программа «Республика Лайв». Спасибо за внимание. До свидания.